Ну снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас как бы дежавю немножко. Все то же самое. Тот же экипаж. Сзади где-то Мария Олеговна. Привет, Мария Олеговна! Маша! Привет! Видите? За рулем дядь Вань. Все то же самое. Опять я ездил лечить зубы. Ну вот, настоящее дежавю. И опять едем с Коткороса, город Сыктывкар. Сыктывкар, там я хочу рубанок купить. Там получили донаты и сразу хочу использовать, купить рубанок. Ну, для себя, для нужд, так сказать, для деревенских нужд он нужен. Очень даже нужен, потому что своего рубанка нету. Съездим, а я опять поснимаю, что и как. Надеюсь, сегодня телефон не подведет, и я хочу заснять улицу и именем кого она названа, и в честь кого эта улица названа, и рассказать немножко про этого человека. Вот. Далее я включусь уже, когда будем подъезжать к самому Сыктывкару. Ехать тут мне осталось где-то километров 40, 45, да? И сколько? Ну, где-то так, наверное. Все, едем. Видите, сегодня все тот же самый экипаж. 3 танкиста, 3 веселых друга. Да? За штурвалом Подоров Иван Федорович, штурман Сергей Иванович и радист-стрелок Мария Олеговна сзади. Все, едем, друзья, дальше. Сегодня у нас, друзья, уже немножко похолодало. Видите, тучи. Ночью был дождь, гроза сильная. Температура где-то, наверное, сегодня сейчас. Утром вообще 12, 10, 12 было. А сейчас это, наверное, 18 есть тоже. Ну, вроде потеплее стало. Ну, на машине уже кондиционер, как говорится, не требуется. Вот. Поснимаю я снова там. Подписчица смотрела наш канал тот раз и говорит: затон побольше сними. Ну, снимите. Сейчас вот включился, я в тот раз заснял. Но опять же мы едем, не будем по затону там кататься, а просто вот проедем основную дорогу через затон. Красный затон. Пригород Сыктывкара, как уже говорил и ранее. Вот здесь вот все новостройки, там вот этот лесочек все вырос и ничего не показывает. Там все новостройки. Не могу вот показывать, конечно. Здесь раньше училище, Ваня, здесь было вот это училище, которое речное, нет? Да. Вот. Здесь было речное училище, и очень многие нившерские здесь учились. После 8-го они уезжали с Нившеры, врывались, так сказать, в деревни. Им охота было вот это выехать за пределы деревни и учиться. И вот в этом училище, в речном, очень много. И не только с нашего села и с района, со всей республики учились. Раньше очень был развит вот это речное судоходство. Все грузы доставляли. Ну вот я как могу поснимаю. Правда, дядя Вань едет быстро, тут не надо мешкать. Так. Вот такой поселок Краснозатонский. И этот поселок до сих пор живет. Правда, сейчас, наверное, речного этого училища уже нету. Да ведь? Нету. Точно. Арбузы везде. Пора арбузов. Но у нас закончились, эта пора закончилась. Что не берем арбуз, он какой-то переспелый вообще. Надо на бруснику налегать, а не на арбуз. Сейчас уже буду снимать, уже раз начал затон снимать.
Вот такая центральная дорога. Справа и с левой стороны вот этот поселок Краснозатонский. Все. Сейчас будем уже, как бы выезжать. Вот такие дома. Все тоже красивенькое. Дорога хорошая. Кто живет в другом регионе, как бы, и родина у них Краснозатонский поселок, и соскучились, вам, пожалуйста, немножко поснимаю. Так, бензин, вывеска висит 92 4607, что ли, или что там было написано, даже и проморгал я. Короче, все, выехали этот поселок Краснозатонский, и впереди нас ждет Сыктывкар. Уже включусь, когда будем прям по Сыктывкару ехать. Местечко Чит в Сыктывкаре. Видите, какие новые дома. Это все, наверное, из пеноблоча. А вот кирпичные трехэтажные дома стоят. Раньше при моей молодости здесь пустырь был. С правой стороны там огороды, там у колхоза, а слева все застроено сейчас. Там потом река Сысола вроде течет. Вот. Тоже по левую сторону. Так. Ну вот, свернули здесь на Сысольское шоссе такое, потом будет улица Морозова, улица имени Ивана Павловича Морозова. Вот. Это, для Комы человек с большой буквы. Без малого где-то, наверное, 22 года он руководил республикой Комы. В советские времена, конечно. Если не изменяет там память что я читаю, с 65-го года по 87-й год. Вот сейчас будем сворачивать. Раз даже улицу назвали в честь руководителя, значит, человек был хороший. И вот об этом человеке, вот это уже улица имени Ивана Павловича Морозова. Такие новостройки. Помните, я в прошлый раз снимал, новостройки не удалось снять, а вот тут все новостройки такие стоят. Смотрите, как красиво все. Дорога ухоженная вся. И вернусь к моему рассказу об этом человеке. Иван Павлович Морозов. Это советские названия уже, наверное, и забылись. Так, свернем ненадолго и вернемся потом обратно по этой же дороге, и потом я буду рассказывать дальше. Так, друзья, мы выезжаем. Но мы уже, как говорил, я еду за покупкой и уже приобрел. Просто сейчас, когда остановимся, я тогда поснимаю. Так, возвращаемся к нашему разговору и возвращаемся на улицу имени Ивана Павловича Морозова. Улица Морозова, просто в народе так и говорят. Вот. Раньше, не знаю, привокзальная, что ли, было раньше? До этого названия. Вот. Иван Павлович Морозов, вот, как уже говорил, что он был первым секретарем обкома партии по республике Коми, и руководил республикой вот очень много лет, 22 года, по-моему. И вот при его руководстве очень развивалась промышленность. Строились такие города, как Вуктыл, Усинск. Дальше предприятия такие промышленные,
Сыктывкарский ЛПК, на весь Советский Союз как бы гремело это предприятие. Дальше шахта Воргашорская, уголь добывают. Дальше новые нефтяные, там газовые месторождения развивались. Вот. Строили, очень много дорог было построено при руководстве Ивана Павловича. В общем, как хозяйственник, его кто знал, все говорят о нем, что он был хозяйственником таким, крестьянином, хозяйственником. И действительно, в это время бурно действительно республика развивалась. Были заключены контракты там с Болгарией, с Венгрией. Нам поставлялись за лес, конечно, правда за лес это все, но все равно в то время вот эти венгерские консервы, болгарские, венгерские консервы из фруктов, это было очень шикарно. Шикарно, когда на столе появлялись такие блюда. Вот. И до сих пор вот эта промышленность, что было создано при Иване Павловиче, до сих пор это еще основное как бы для республики это все еще основная промышленность. То же самое работает ЛПК. Правда, там сейчас тоже, наверное, иностранцы это все закупили. Монди, по-моему. Не знаю. Вроде как. Но все равно ЛПК, она существует и работает. И, как бы республика живет. А Иван Павлович, еще такой момент, что вот он был, как бы партийным человеком, и раньше же все льготы были, а он вот категорически отказывался от льгот. Вот, например, случай, когда ему дали квартиру, казенную квартиру для руководства и с мебелью, и он категорически отказался от этой мебели и все заново, вернее, купили заново эту мебель за свой счет. Вот. И категорически запрещал пользоваться блатом своим родным, своей жене. И тоже там есть записи, что категорически и наотрез строго отказывал родственникам, если там они просили продвигать там, чтобы получить там квартиру без очереди или еще. Человек был справедливый. Вот так. А привокзальная, скорее всего, улица называлась, потому что вот с левой стороны вот тут на перекрестке улицы Коммунистическая и вот это Морозова, и железнодорожный вокзал. Поэтому, наверное, и привокзальная была. Я маленький еще был, но мне помнится, вот Иван-то, ты должен знать, что эта улица, наверное, привокзальная называлась. Вот такой железнодорожный вокзал Сыктывкарский. Много магнитиков с этим вокзалом есть. Вот. А справа улица Коммунистическая, к сожалению, не успел там заснять. Центральная улица тоже города. Вот так. А потом вот Ивана Павловича незаслуженно, я считаю, и тоже я читал его, так сказать, прощальную речь, когда его сняли, попросили выйти в 1987 году, попросили выйти на пенсию. Уже наступали другие времена, все вот эти лихие 90-е уже не за горами, и все это менялось, перестройка, его попросили на пенсию. И я вот прочитал его речь, и, вкратце он сказал, что, мол, в моей работе и работе обкома, говорит, много было, конечно, недостатков, но я, говорит, все свои недостатки беру с собой, а вы остаетесь при своих недостатках. И, говорит, год-два еще можете сваливать на меня, а потом уже как бы оправдывайтесь сами.
Вот он так сказал и ушел. И вот спустя месяц, где-то через, после того, как его попросили на пенсии, ну, переживал, говорит, очень сильно и скончался. Скончался хороший человек. Сейчас мы уже, друзья, едем по улице Катаева. Улица Катаева. И если как-нибудь там удастся, засниму. И тоже, почему улица Катаева, назвали в честь кого, надо тоже. Просто я вот сейчас не знаю. Я про большей степени вот по Ивана Павловича Морозова, потому что это на слуху у всех коми-жителей. Иван Павлович Морозов. Так, мы, друзья, дальше едем. А здесь уже вот на улице Катаева вот более такие много деревянных домов. Конечно, есть и новостройки тоже, но сейчас у нас уже сентябрь, как говорится, на носу. Но видите, все еще зелено, все красивенько. Ну что, друзья, потихоньку завершаем свои дела. Что было запланировано там. Купили вот этот рубанок, купили телефон. У мамы был телефон уже испорчен, там специальный телефон для пожилых людей, такой телефон с большими кнопками, там с озвучкой. Этот купили, потом еще купили масло прилузское. Захотелось нам соленого масла. Ну, прилузское масло, южное масло, оно вкусное. И всегда, когда в городе бываем, ну, покупаем. Даже впрок еще закупаем. Вот. А теперь сейчас немножко проедемся еще по Сыктывкару, да? И я поснимаю центр. Ну, прям по центру поедем, по Коммунистической, там свернем с Первомайской на Коммунистическую и проедем по центру. До вокзала, до улицы, снова до улицы Морозова. И будем уже выезжать с города. Стоим на перекрестке улицы Первомайская и Куратова. Вот такой Сыктывкар, друзья. Это, можно сказать, центр города. Ну, уже можно назвать центром города. Хотя, конечно, сейчас будем тоже ехать в сторону центра. Из центра в сторону центра. Так. С центра в сторону центра, так сказать. С левой стороны там республиканский стадион. Ну, сейчас он еще будет в кадре, наверное. Там просто сейчас стадион не виден, прожектора видны. Вот. Вот это улица Первомайская. Ну, вкратце поснимаю, друзья. А что уже потом? Тот раз поснимал. Ну, сегодня более-менее так по центру побольше удалось заснять. Телефон вроде еще не глючит. Вот. Вот сейчас приближается перекресток Первомайская, улица Коммунистическая, и мы будем сворачивать налево. С левой стороны там дом быта. Дальше спереди там торговый двор Магнит. Кто родился в Сыктывкаре и живет, сейчас проживает на чужбине, так сказать, может, посмотрят и поностальгируют. Так. Если вот если было прямо свернуть, то там дальше ЦУМ. А тут вот такая, ну, получается опять против солнца. С левой стороны вот республиканский стадион. Что-то строятся там еще, там храм еще. Так. Ух ты. Вечный огонь по правую сторону не успел заснять. Здесь
кольцевое сейчас будет, кольцевое движение впереди там будет. С правой стороны комедий-драматический театр, не знаю, показывает или нет. Ну, скорее всего, не могу. Фонтаны. Ой, фонтаны, вон, смотрите, друзья. И драматический театр, комедий-драматический театр. И опять фонтаны. Это уже стелла такая, вот тут кольцевое движение. И такой памятник стелла. Там, по-моему, символизирует там, какими орденами награжден Сыктывкар. Так или не так, дядя Вань? Нет. По-моему, да, там с каждой стороны стелы там орден. Каким орденом награжден. Действие... Это Карлсон, ты где был? Здесь ведь, дядя Маша? Да? Здесь это, ну, в детстве помнится, это очень, как бы, вкусное место. Неподалеку отсюда был кафешка Карлсон. Там мороженки кушали, всякие вкусняшки. По тем временам это очень было вкусно. Небо еще, друзья, с тучами, но уже солнце вышло. Я уже курточку тоже снял. Прям жарко уже становится. Какие магазины у нас остались? Я уже давно здесь не был. Я просто не могу сориентироваться с этими с яркими вывесками. В моей памяти что-то все забылось уже. Там вот справа сейчас остается. Раньше был кинотеатр Парма, сейчас торговый центр Парма, так и называется тоже. А здесь раньше был кинотеатр Парма. А впереди уже там виднеется вокзал. Ну, собственно говоря, и вот мы доехали до перекрестка. Вот тут, ну, в начале фильма мы проехали перекресток прямо по Морозово. Я сказал, что по правую руку там улица Коммунистическая осталась. А теперь сейчас вот уже выезжаем. Нам надо левый поворот сделать и будем обратно уже выезжать по Морозово. Из города уже будем выезжать. Получается так. Так. Вон какой. Прямо по курсу железнодорожный вокзал. Вот. Все. Мы снова на улице Морозово. Ну и все, друзья. Вот такой кружок сделали небольшой по Сыктывкару. А там уже, ну, если вот снимать подробно, надо ходить пешком и все вам показывать. А на машине, ну, как удается. Так, это улица у нас Димитрова, получается, налево. И тоже вон такие дома. Ну, не старые дома. Все красивенько. Пускай городок маленький, но для меня лично очень уютненький даже. Вот, например, Катерина, когда ездила в Питер, потом говорит, ну, спрашиваем мы, понравился Питер? Говорит, ой, слишком, говорит, это большой для меня город, шумный. Вот Сыктывкар, говорит, как раз самое то. Она тоже вот пошла, так сказать, меня, что ли, или маму. Я не знаю, маме нравятся нет большие города или нет. Тоже не нравится Маше. И мне тоже не нравится. Я-то вообще привык там к деревне своей и никуда оттуда не уезжаю. Мы продолжаем еще ехать по улице имени Ивана
Павловича Морозова. И еще раз включусь уже, когда мы выедем с города, там отдохнем, чай попьем, да. И покажу еще, что купили там. Ну, буквально там секунду. Так, друзья, пока остановились, мы покушать там. Покушать остановились, вот покажу. Вот. Телефон такой. Ну, простенький, кнопочный телефон для пожилых людей. Это для мамы как раз самое то будет. Дальше вот электроструж фирмы Пит. Вот такой. Еще купили масло южное. 165 рублей, что ли, пачка вот это стоит, 200 граммовая, соленая. И еще купили консервы Дороничи. Сколько, Маша, стоит? 99 рублей индейка. 325 грамм, тоже отличные консервы, я бы и рекомендовал это. Теперь немножко покушаем. Дядя Ваня там хрустит уже булочку. Я тоже, меня Маша вон кормит. Вместе с пакетом, что ли, мне в рот суешь? Да, пакетом. Вместе с пакетом. Ой. Один раз укусил, потом уже вне камеры буду. Сейчас, друзья, прожую. Ладно, короче, друзья, все. Заканчивать буду этот ролик. Обратную дорогу уже эту трассу не буду снимать тоже. Тот раз снимал, все уже показал. Заканчиваю. Просто в Сыктывкар. Буду ехать домой. Сейчас еще чай попью с булочками. Маша вон ждет, чтобы я с булочкой. Все. Всем пока, друзья. До новых встреч на нашем канале. Ждите новых видео. До новых расцветов. Всем пока.